Есть интересный рассказ о силе слова. Рав Менаше Исраэль Ройзман рассказал интересный случай о силе слова. Да? На самом деле нужно нам только поверить в это и жить этим. Одна семья из Бней-Брака поехали в Цфат. Да? Были в Цфате? Нет, не бывало. Два места, это Иерусалим и Цфат, это особый воздух, да, особый воздух. Можно даже летом, да, там, почувствовать прохладу горную. А многие едут в Цфат отдохнуть летом. Семья из Бней-Брака собрались, всей семьей, поехали в Цфат, сняли квартиру и услышали, что в старом городе Цфата есть Бет-Кнесет Бельс, да, что там необычная молитва. Ну, вы знаете, у хасидов это как улей, да? У меня был один знакомый, он временно жил в нашем районе, он говорит: Ицхак, я, говорит, не могу найти себе бет-кнесет, подходящий для молитвы. Я говорю: какая проблема у тебя, на каждом шагу бет-кнесет? Нет, я, говорит, привык, чтобы было как улей, говорит, заходишь, да, а когда, говорит, там тишина, я, говорит, не чувствую, что я, говорит, бет-кнесет, что я молюсь. А у хасидов такое есть, да, то есть вслух все это, с песнями все это. А пришли в этот бет-кнесет Бельс, семья, женщины поднялись в Израт Нашим, мужчины пошли в Бет-Кнесет. А была девочка очень любопытная. Ей очень хотелось посмотреть, что там происходит у мужчин. Да? То есть, она забралась и через перегородку преклонилась и стала разглядывать, кто где сидит, искала папу, там, я не знаю, братьев. И вдруг из рук у нее выпал сидур. И она смотрит, как он летит, и на голову одного пожилого еврея, который сидел там. В общем, она так страшно испугалась, спряталась, и всю молитву сидела, не показывала носа, боялась, что ее накажут там и так далее. А ей жалко было своего сидура, это ее личный сидур был. Теперь она перед дилеммой, как быть. Мама ее успокоила, говорит: не переживай, все будет нормально, мы попросим извинения, ведь ты не специально, все. Теперь закончилась молитва, они вышли на улицу, стоят у входа. И видят, что один человек ходит с этим сидуром и спрашивает: чей сидур? Да? Так девочка подбежала, говорит: вы, говорит, меня извините, он у меня выпал из рук, я не хотела там и так далее и тому подобное. Он говорит: нет, все нормально, говорит, я возвращаю тебе, все, говорит, хорошо, не надо тебе переживать, ничего страшного не произошло. А вот разреши мне рассказать, что твой сидур, говорит, сделал в отношении меня. А она удивление было, говорит: я готова, говорит. А он говорит: смотри, я, говорит, турист, да? Ну, уже собралась вся семья вокруг него. Я, говорит, турист, говорит, пожилой, да, приехал, говорит, в Израиль, и вот ездил по городам, мне рассказывают о культуре и так далее, и тому подобное. Я, говорит, всю свою жизнь мечтал помолиться в Бет-Кнесете, как евреи это делают, да, а у меня не было такой возможности. И здесь мне сказали, в Цфате есть вот этот Бет-Кнесет, Хасидей Цанц, там, говорит, у тебя точно появится желание помолиться. А я пришел как турист посмотреть, как люди молятся. Зашел в Бет-Кнесет, смотрю, говорит, все, говорит, держат сидуры, да, и что-то шепчет, и раскачиваются. И мне тоже захотелось раскачиваться вместе с ними, говорит. А Валь говорит, я, говорит, раскачивался впустую, у меня не было, говорит, сидура, говорит. А я попросил, говорит, Рабуно шель олам, говорит, дай, говорит, мне сидур, где, говорит, я найду такую книжку. Я, говорит, не успел закончить предложение, мне на голову упал, говорит, твой сидур, говорит. А говорит, я тебя очень благодарю, да, что у меня была такая возможность, что я сейчас верю, что слово, которое мы произносим, его слышат, и не только слышат, говорит, мне сразу, а как, говорит, сидур с небес упал, я не знаю, говорит, как его вернуть туда, говорит, я, говорит, был в затруднении, а слава Богу, я нашел, говорит, тебя, пожалуйста, говорит, возьми свой сидур, и, говорит, дай Бог, чтобы человек не знает, что такое молитва, да, не знает, то есть он признался в этом, что он не религиозный, он не знает, что такое молитва. А Валь попросил от всей души, его молитва была принята.